Глава 8. Вечное завоевание. Наверное, в Библии нет более интересной темы, чем тема веры, потому что она вызывает к жизни то, что не может родиться никаким другим образом. Несмотря на это, по поводу веры существует множество ошибочных представлений. Например, ты можешь верно повторить кем-то сказанное, но произнесенные тобой слова не будут иметь смысла. Как я уже говорил, ты можешь продекламировать доклад Авраама Линкольна, но не приобретешь при этом ни его силы, ни его мужества. Вера – это не слова. Слова – это только инструмент той живой силы, мощи и энергии, живущей внутри тебя, которая называется верой. Вере не свойственна нервозность. Ты не спрашиваешь с сомнением, а так ли это, сбудется ли. Подобные вопросы свидетельствуют об отсутствии веры. Если же вера говорит внутри тебя, ты чувствуешь себя спокойно и непринужденно. Действие веры происходит как бы само собой. Вера струится через твои глаза, взгляд уже свидетельствует о вере. Также состояние депрессии или сомнения читается по глазам человека. Твой взгляд может нести отрицательный или положительный заряд. Пусть же он будет позитивным. Смотри с верой. Вера изливается также через твои уста. Ты произносишь слова, полные веры. Многие думают, что можно говорить что угодно, и это не отразится на их внутреннем состоянии. Ты говоришь то, что лежит у тебя на сердце. Если у тебя нет веры, то есть тебе только кажется, что она у тебя есть, потому что ты повторяешь слова чужой веры, то ты обязательно будешь говорить то, что запрятано у тебя глубоко в сердце. Я ли это? Удивишься ты. Да, это и есть настоящий ты, твоя человеческая сущность. Изменить ситуацию может только Слово Божье. Им ты влияешь на своего внутреннего человека, а через него на собственные мысли и поступки. Нет ничего удивительного, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Сейчас мы изучаем вечное устремление к вере. Вот тебе совет в твоих поисках. Читай Слово Божье вслух. Тогда ты используешь сразу две функции – слышание и видение. Я понимаю, почему полковник Сандерс разбогател на идее жарить цыплят особым способом только в глубокой старости. Не идея сделала его богатым, а многолетняя вера, приведенная им в действие. Я уверен, что многим из нас нет необходимости доживать до седин, прежде чем они увидят результаты действия своей веры. В 20-летнем возрасте я отправился в кругосветное путешествие с $12 в кармане. Кое-кто предупреждал меня: ты не вернешься обратно, у тебя не будет денег на обратную дорогу, и ты умрешь на чужбине. Помню, я тогда ответил: пока я молод, я должен разобраться, есть Бог или нет. Я не хочу сомневаться и продолжать поиски Бога до старости. Я должен знать это сейчас. Если Бог нереален, то мне придется туго. Если же Он существует, я буду жить для Него, служить Ему и повиноваться. Очень скоро я убедился в том, как Бог любит меня, как Он заботится обо мне и восполняет мои нужды сверхъестественным образом. Убедился, как радостно и чудесно служить Ему. Когда в чужой стране, где у меня не было никаких связей, я получал от Него своевременную помощь, стало ясно, что это не могло произойти по воле случая. Так мог действовать через меня только живой Бог. Слова веры. Греческое слово «пистис», переведенное как «вера», встречается в Новом Завете 248 раз. В других местах оно переведено как уверенность, доверие, преданность, верность. Задача составителя словарей – дать вере как можно более точное определение. Но это не всегда им удается. Чаще всего говорится, что вера – это когда во что-то или чему-то верят. И это так. Мы верим в Бога, верим в Слово Божье. Вера – это доверие.
Но вера – это еще и верность. Мы знаем, что сотрудничаем с тем, кому можно доверять, что если мы просим Бога о чем-то, то получим просимое, потому что Он верен своему слову. К сожалению, многим людям можно доверять только во время разговоров на больших обедах. Но лучше не полагаться на них при встрече с тигром. Они бросят тебя на растерзание. Бизнесмены, с которыми ты сотрудничаешь, могут тебя оставить, но Христос не оставит никогда. Бог сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Мы можем быть спокойны, наша вера основана на Его верности. Вера – это и уверенность. Если ты говоришь, что веришь кому-то или чему-то, значит, ты полностью уверен, что тебя не подведут. Ты можешь быть уверенным, что стул выдержит тебя. Ты спокойно сидишь на нем, читая эту книгу. Мы имеем полную уверенность во Христе. Мы успокаиваемся в нем, не нервничаем и не суетимся. Мы не сомневаемся, да правда ли, что так будет? Таких слов нет в языке веры. Так будет, потому что всегда сбывалось то, что Он обещал. Вера содержит элемент уверенности, дающий ощущение спокойствия в Боге. Просто уповай на Него. Иисус Христос есть начальник и совершитель нашей веры. Он – начало и конец. Тот, кто дает нам веру и помогает сохранить ее. Не только мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы иметь веру, но и Бог заинтересован в том же, ведь Он является автором веры. Он дал ей жизнь, от Него переходит она в нас. Вера не создана человеком, ни проповедником, ни деноминацией, ни тем более философским учением. Иисус – зачинщик веры, помощник и хранитель ее. Дьявол не может украсть ее, мир не может уловить ее в свои сети, она принадлежит тебе, потому что сам Бог вложил ее в твое сердце. Вера выражается также через прославление Бога. Прославление Бога через веру оставило глубокий отпечаток в моей жизни. Однажды в Маниле к нам в церковь пришел юноша, по молитве которого человек ожил. «Ничего особенного», — заметил он после этого. «В Индонезии есть человек, по молитве которого ожили сотни». За обедом я спросил его: «Что ты делал, оживляя мертвых?» Он ответил: «Мы произносим простую молитву. Боже, прожил ли этот человек все время, которое ему отпущено тобой, 70 лет по крайней мере? Исполнил ли он свое святое призвание? Если Господь отвечает «да», мы хороним его. Если же он отвечает «нет», мы продолжаем. Сейчас мы все исправим. Смерть, слушай, мы приказываем тебе во имя прекрасного Сына Божия, во имя того, кто воскрес из мертвых и победил тебя, оставь этого человека сейчас же. Жизнь, вернись в него, мы верим во имя Христа». Вот и все. Потом они отступают от мертвого и, взявшись за руки, начинают петь. Они поют до тех пор, пока человек не встает и не присоединяется к ним. Никакой нервозности или суеты. Можно начать растирать мертвого, делать ему искусственное дыхание или припарки. Это не поможет. Можно кричать ему в самое ухо: «Вставай, слышишь?» Нет, он не слышит, он мертв. Но эти люди произносят слова веры, а потом славят Бога. Часто мы молимся за исцеление людей, но стоит нам отойти, как они говорят: «Я не исцелился». И это сущая правда, так они никогда не будут здоровы. Потому что уже во время молитвы пора было начинать славить Бога. «Но я же не могу, если все еще чувствую свои недуги», — возражают они, и потому не исцеляются. Верить — это значит брать то, чего нет в видимом мире, требовать этого и исповедовать. Я получил это. Если ты поступаешь иначе, значит, у тебя нет веры, которая помогает тебе получить то, чего нельзя ни увидеть, ни услышать, ни ощутить.
Однажды на собрании в штате Вашингтон к нам пробралась индейская девушка-проститутка, исполненная злобы и желчи. Она старалась сделать все, чтобы сорвать богослужение. Она проклинала меня, я же молился за нее, не переставая, и Господь бросил ее на пол. А я спокойно сидел возле кафедры, славил Бога и благодарил Его за победу. Лежа на полу, она ругалась, хулила Бога и кричала: «Я не выйду, ни за что не выйду!» Мы продолжали петь. Еще через несколько мгновений сила Божья сошла на нее, очистив от всей нечистоты. Девушка совершенно освободилась от злых духов, мучивших ее. На следующем собрании она была с нами и отличалась от прежней, как день от ночи. Это был результат одной единственной молитвы с пением и прославлением Бога. Так как вера прославляет Бога, в ней много радости. Если ты пытаешься достичь веры с вытянутым лицом, с грустью в сердце, повторяя бесконечно я стараюсь», то не жди успеха. Вера не старается, она призывает, ждет, принимает и славит Бога. В то время как народ Израиля славил Всемогущего, стены Иерихона рухнули. Вера может направить тебя на путь, идя по которому ты получишь то, чего не имел раньше. Я знаю, что это так. Я иду этим путем, получая от Господа все новые и новые дары. Вера может стать причиной поступков, которых ты от себя раньше не ожидал. Однажды вдруг ты совершишь такое, о чем не мог и мечтать. Вера поможет тебе сказать то, чего ты раньше не говорил. Кто посмеет говорить так, как говорим мы? Это нереально. Но вера вкладывает в слова особый смысл, исходящий из твоего духа и изливающийся через уста. И ты недоумеваешь, я ли это говорю? Нет, это вера, сила, вложенная в простые слова. Вера познакомит тебя с Богом, она откроет дверь в божественную реальность. Вера – это действие, это усилие. Многие на этом спотыкаются. Они хотят, чтобы Бог творил для них чудеса, а они сидели бы сложа руки. Но если ты сам ничего не предпринимаешь, то ничего и не произойдет. Христос обещал Петру, что тот найдет деньги во рту у рыбы, но Петр сам должен был поймать ее. Когда я в чем-то нуждаюсь, я начинаю действовать. Бог же доделывает остальное. Глупо сидеть сложа руки и хныкать: «О, почему Бог не совершает чудес?» Он и не станет за тебя стараться. Он отвечает на действия твоей веры. Даже если у меня есть возможность получить лучшую работу, я могу предпочитать остаться на прежней, если этого хочет Бог. Я верю, что в будущем Он благословит меня самым лучшим образом. Если ты сделаешь все, что в твоих силах, Бог довершит остальное, а Его силы довольно для тебя. Вера означает, что Бог и человек выбирают совместный путь по жизни, думают вместе, даже смеются вместе. Жизнь веры – это самая счастливая жизнь. Вера не имеет ничего общего с ленью. Вера ассоциируется со служением Богу, когда Он на твоей стороне.